обратите внимание, туда иногда просто невозможно попасть. То есть настолько вот кафе, все столики заняты. У нас прирост за 2 месяца составил 2511 клиентов. Мы почувствовали максимально быстрое восстановление гостей, да, то есть выручки, то есть люди вернулись к нам быстро, да, то есть потому что люди любят халяль-формат, любят нас. Может показаться, что эти предприниматели живут в каком-то выдуманном мире, где кризисы не замечают, а жаловаться не принято от слова совсем, где все бодры, веселы и даже счастливы. Выдуманный мир, пожалуй, что не так. Мир, который они сами создают вокруг себя, для себя и окружающих. В середине нулевых Казань была еще далека от полноценного халяль-лайфстайла, вспоминает Наиль Галявиев, владелец сети татарских кафе «Азу». А потребность в таких заведениях была большой. Формат уютного, можно сказать, семейного халяль-кафе подсказала сама жизнь. Увеселительных заведений было в избытке, а вот таких душевных, с качественной кухней и приятной атмосферой как раз не хватало. Я считаю, даже лучше его не должно быть, этого алкоголя, да, то есть люди, на самом деле, людям больше нравится, когда вот такой формат. Попадая в наше кафе, люди как попадают в вот эту атмосферу чистоты, культуры, халяля, ислама, да, то есть вот это очень приятно. Вообще наш проект, мы пропагандируем наши татарские ценности. Именно в период пандемии халяль-формат в полной мере показал свою востребованность и жизнестойкость. Сфера общепита среди наиболее показательных. Когда другие заведения терпели крах, закрывались, на их месте запускались халяль-кафе и рестораны. В Ассоциации предпринимателей-мусульман нашли свой способ поддержать тех, кто в этот сложный период не закрыл бизнес, а напротив сохранил рабочие места. Запустили акцию «Покупай у своих». Казалось бы, до банальности просто, но ведь сработало же. 6 тысяч компаний и предпринимателей в течение самых сложных месяцев покупали, обедали, лечились, заказывали подарки сами у себя. И даже не пришлось обращаться за финансированием в банки. Для мусульманина брать и давать деньги под процент харам запрещено. В ассоциации и здесь нашли способ решить проблему. Во-первых, принцип взаимовыручки никто не отменял. А во-вторых, можно использовать иные, как считается в исламе, более честные и прозрачные механизмы финансирования и людей, и бизнеса. Ту же торговлю в рассрочку законы шариата не запрещают. Цена зафиксирована, то есть если мы купили за 100, продаем за 120, все, эта сумма, она зафиксирована. Она может поменяться только в меньшую сторону, если клиент, например, закрывает нам заранее, досрочно. Такие организации, как мы, они пока законом никак не регламентированы. Вот. Но, безусловно, принятие такого закона это даст огромный толчок развитию исламских финансов, альтернативных финансов. Понятно, что и исламский, или как его еще называют партнерский банкинг, не застрахован от единичных случаев злоупотребления доверием. И с такими недобросовестными клиентами очень редко, но приходится сталкиваться, говорит Рустем Сагдеев. В связи с этим предприниматель вспоминает удивительный случай, когда недобросовестные партнеры решили скрыться, и долг так и остался бы на их совести и на балансе финансового дома, если бы инвестор не посчитал нужным закрыть его, заплатив закят. Только вот сообщить об этом злополучным должникам не удалось. Они так и не объявились. Недоверие и обман – вот что подрывает основы устойчивого развития, говорят сами предприниматели-мусульмане. Рустем Галимов, хозяин небольшой мастерской в Казани, уверен, столица Татарстана весьма привлекательна с точки зрения развития всего, что связано с туризмом, индустрией гостеприимства. А так называемый халяль-лайфстайл будет только набирать обороты. Я начинал там с квартиры, потом потихоньку переезжал в другие офисы. И так вот все это нарастало, и интерес возник уже у самого потребителя. То есть они увидели, что у нас есть в Казани кожевенная мастерская. Потом они начинают говорить, можно ли сделать там, например, гравировку именную. Инфраструктура для мусульман в Казани становится все более достойной и комфортной. Но разве могли мы еще лет 10 назад мечтать о собственном мусульманском просветительском канале Хозур ТВ? Апанай деген исем Мәчет мәхәлләсендә Апанаевлар атаклы татар сәүдәгәрләре яшәгәнгә бәйле. Мусульманском радио Азан. Мы планируем проводить больше прямых эфиров и мечтаем выйти на FM-диапазон, если нам его дадут. А вообще в плане услуг все есть, альхамдулилля. Не только вот масс-маркет в плане одежды, например, есть специальные, уже дизайнеры работают. Но услугами такси приходилось пользоваться? Именно мусульманского? Да. Лично я нет, но, по-моему, вот ребят, с которыми работаем, они да. Клара Сыткин, урамыл 11 подъезд.
И такси сегодня халяльное, женское и настоящее татарское в Казани тоже есть. Мы находимся на самом начале такого возрождения. И все больше и больше людей начинают этим пользоваться. На самом деле не только мусульмане пользуются этими услугами, а также и другие национальности. Улица Парижской коммуны, самое сердце старой татарской слободы в Казани, то место, где можно увидеть воочию, что такое халяль лайфстайл. Здесь не только магазины, кафе, но и все другие заведения, инфраструктура для мусульман. И встретить женщину, девушку с покрытой головой гораздо более привычно, обыденно, чем без платка и мусульманских одеяний. Место уникальное, которое, конечно же, нужно развивать. В том числе и задуматься о возвращении исторического названия данной улицы Синай, о чем не раз заявляла татарская общественность. Не просто традиционные, уже привычные кафе и продукты. Казань предлагает мусульманам самую разнообразную халяль-продукцию, в том числе и такие кораны, традиционные, уникальные, с подсказками. Есть у нас такие варианты просто на арабском языке. Есть с транскрипцией, можно скачать приложение, которое именно читает QR-коды. Вот здесь мы слушаем сейчас Коран. А на татарский язык? Да. На татарском языке, пожалуйста. Здесь на татарском. Значимым событием для всех мусульман стало открытие на прошлой неделе в одном из крупнейших казанских торговых центров молельной комнаты. Халяль лайфстайл – это образ жизни. То есть от колыбели до могилы должна быть выстроена вся инфраструктура для мусульман. Так как мусульмане тоже часть этого общества, и здесь верующих людей немало в нашей республике, и мы надеемся, что подобный стиль и образ развития, он станет примером для остальных регионов нашей большой страны. Мы не пьем, не курим, не обманываем, не воруем, не грабим, мы платим налоги, мы честно заключаем трудовые договоры, мы самые законопослушные граждане Российской Федерации. Поэтому халяль лайфстайл нужно внедрять максимально в нашей стране, чтобы каждый человек был подвержен этой идее и реализовал ее на себе. Тимур Бекмурзин, Андрей Кузьмин и Андрей Мохов. 7 дней.